Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Важное направление. В первую очередь, революционное направление ситуации мою взаимодействие перспектива году. Глава региона провел совещание с куратором сферы здравоохранения Хутмат Кадыровой. Какие вопросы обсудили на встрече? Смотрите в нашем эфире. Качественные условия. Рамзан Кадыров принял участие в открытии обновленной центральной районной больницы города Шали. Что поменялось после реконструкции? Также глава субъекта провел совещание с руководителями различных департаментов мэрии города Грозного. О том, как развивается столица, расскажем в этом выпуске. Глава региона провел совещание с куратором сферы здравоохранения Хутмат Кадыровой. На встрече обсудили вопросы развития этого направления, в частности, реабилитационной помощи населению. Подробнее расскажет Рамзан Абоев. Около 16 тысяч человек получили реабилитационную помощь за 2022 год в Чеченской Республике. Такие цифры привела заместитель руководителя секретариата главы республики, куратор сферы здравоохранения в своем докладе Рамзану Кадырову. Она подчеркнула, в регионе за прошедший год качество оказания реабилитационной помощи выросло в разы. Внедрены современные методы лечения, закуплено новейшее оборудование, привлечены лучшие специалисты из разных регионов страны. Здравоохранение курить в ситуации мою в первую очередь революционное направление ситуации мою взаимодействие перспектива году. Министерство здравоохранения включить لارمي ميحكدا ليريس خون دوشتلان دو حرسي قميل دادولوش دقرحون ليريس خل ألو أدرسون بوقتيشم بلد. Рамзан Ахматович, если позволите, хочу коротко доложить об итогах 2022 года, в частности, медицинская реабилитация. Благодаря вашему вниманию и участию в развитии медицинской реабилитации в нашем регионе созданы все условия для прохождения качественной реабилитации в государственных и частных учреждениях. За прошедший год по вашему поручению в Чеченской Республике проделано большое количество мероприятий, которые позволили достичь значительных успехов в развитии физической и реабилитационной медицины. Особенно хочу отметить вклад регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгазут Облдо в лице уважаемой Аймани Несиевны Кадыровой. Благодаря этой поддержке медицинская реабилитация в Чеченской Республике постоянно расширяет спектр предоставляемых услуг и географию пациентов. Также повышается эффективность медицинской реабилитации санаторно-курортного лечения. В 2022 году увеличили количество коек до 394 для оказания медицинской помощи при реабилитации взрослого населения. Число коек для осуществления медицинской реабилитации детей доведено до 255. В 2022 году медицинскую реабилитацию получили 15 619 человек. Из них иногородных пациентов 1355. Также хочу подчеркнуть, что по вашему поручению большое внимание мы уделяем реабилитации пациентов, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Кроме того, благодаря вашей поддержке в прошедшем году удалось значительно укрепить материально-техническую базу службы медицинской реабилитации в Чеченской Республике. В частности, в реабилитационных учреждениях закуплено и поставлено 244 единицы оборудования на сумму более 275 миллионов рублей. В этом году эта работа продолжается. Благодаря финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оперативно и качественно проводятся реновации и реконструкции уже имеющихся медучреждений. Вместе с тем строится и новый. На прошлой неделе была открыта участковая больница в селении Алханкала. Открыли после обновления корпус Шалинской центральной районной больницы. Впервые для муниципалитета там появились новые отделения функциональной диагностики, травматологии, урологии, реабилитации. Закуплено современное оборудование. Благодаря этой помощи завершена реконструкция Шалинской центральной районной больницы. В ходе своей инспекции я лично убедилась в качестве проведенных работ. Для всех жителей Шалинского района обновленная больница стала настоящим весенним подарком. Еще один объект, который с позволения Всевышнего и с вашей помощью в скором времени откроет свои двери после реновации. Это психоневрологический
детский центр лечения и реабилитации детей. Хочу показать вам эскизы будущей лечебницы, в котором будут созданы лучшие условия для реабилитации маленьких пациентов. Все расходы на реконструкцию и оснащение также возьмет на себя фонд Ахмата Хаджи Кадырова. Новый центр будет дополнительно оснащен детскими бассейнами, игровыми площадками, залами ЛФК и физиотерапией, поликлиникой, лечебным корпусом, а также гостевым корпусом для родителей. Уверена, что благодаря той огромной помощи, которую вы нам постоянно оказываете, мы оправдаем это высокое доверие и сумеем достичь еще больших результатов. Хочу вас заверить, что мы и впредь, не жалея сил и времени, будем трудиться на пути первого президента Чеченской Республики, героя России, моего великого дедушки Ахмата Хаджи Кадырова. Хутмат Кадырова представила главе республики несколько проектов детской реабилитационной больницы Грозного. Узкие палаты и отсутствие места для передвижения, в частности на колясках, приносило неудобства пациентам. Новый проект предусматривает все. Помимо удобных помещений 5 корпусов, красивая природа, детские площадки для игр, конюшня, левада, место для прогулки. После ознакомления с проектом руководитель региона внес свои предложения и одобрил его. Басейн гумающий, детский дом, и когда на самом деле документация перешла, да, я мадон, сам уйдешь, хочешь лет точно, документ на доште, да, на самом деле вы бабиш волос, что куда реабилитация югенфренд, что вещи, после коронавируса, вы специалисты участвуют, принимаете, что Москва, в лечении инчут, я думаю, реабилитация, ценная условия, что вещи, что на проведении, и ценные вещи, оборудование, цигар, выводы, вещь метода, естественно, особо под контролем снизу вопрос, так Министерство здравоохранения, Министерство финансов, туку белош, болезнь на будущем, сега шила или аппарат, оборудование, что деревья созданы, докуда бываешь белош шварк будущем дела, выявлять вещь, но недостаточно. Министерство выйти правительство главы тут бича вот ее возможность использовать еще не проблем, что он решит или да вот sige куратор хватит здравоохранение халбал будет да это будет да сега лечит и целсон Министерство здравоохранения делает да куратор здравоохранения так судя инцада младо когда продолжит бить что продолжит взаимодействие Министерства здравоохранения с правительством, с главой республики, да, и сядонаш. Да, бишь, он да, айдал что на острове, айдал что что инца да, лерендик, он думал, да, да, дерезош, да, когда я лишь волгу да, ходи дом да, диша да, сядо, да, это был, да, вот, когда крыло, так, да, волado, когда bin bolš i sad na najjačano zdravоохранение полностью видих результат. Да, все да, Все достижения в столь важном социальном направлении, как здравоохранение, в частности, и реабилитации, стали возможны благодаря вниманию со стороны главы Чеченской Республики. В реабилитационных центрах региона для максимального восстановления врачи объединяются в мультидисциплинарные бригады, оперативно координируя используемые средства и методы для оптимального восстановления нарушенных функций больного и компенсации последствий патологических процессов. Рамзан Абуев, Харун Абдуллаев, Анзор Тураев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести Чеченской Республика. Рамзан Кадыров принял участие в торжественном открытии обновленного 4-го корпуса Центральной районной больницы города Шалем. Учреждение претерпевает масштабную реконструкцию. Здесь ремонтируют не только здания, но и оснащают их качественным оборудованием. Обо всем по порядку. Амина Тупелагова. В ноябре 2022 года началась реконструкция корпусов Центральной районной больницы города Шали, а уже сегодня официальное открытие, на котором собрались почетные гости во главе с руководителем субъекта Рамзаном Кадыровым. Событие было приурочено к 20-летию принятия Конституции Чеченской Республики. С приветственным словом к гостям обратилась заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова. Уважаемый Рамзан Ахматович, сегодня мы открываем Шалинскую Центральную районную больницу после реновации. Это важное событие приурочено к 20
20-летию со дня принятия Конституции Чеченской Республики. Наш национальный лидер, первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров Далгазат Обалдойлсун заложил прочный фундамент, на котором сегодня мы создаем светлое будущее. Он считал возрождение здравоохранения одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона. Мы продолжаем курс моего великого дедушки. И самое главное для нас — это здоровье человека. С открытием обновленной больницы мы значительно сможем повысить качество и доступность медицинских услуг жителей региона. От лица всего медицинского сообщества хочу выразить огромную благодарность в адрес президента регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Далгазат Обалдойлсун, уважаемой Имане Несиевне, за такой подарок, а также хочу поблагодарить вас за вашу постоянную помощь и поддержку, которую мы всегда чувствуем. А сейчас я бы хотела предоставить слово и попросить выступить уважаемому главу Чеченской Республики, героя России, героя Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Шалинская центральная районная больница была построена в 1977 году. С тех пор численность населения муниципалитета значительно возросла, в связи с чем до 2010 года были отстроены дополнительные корпуса. Некоторые из них находились в неудовлетворительном состоянии. Как следствие, снижалась доступность, своевременность и качество оказания помощи больным. Okşa üyeşmel dolum dine el süyek doğan dalıcıtın diye doğan ana sam beli doğanı iş sahılı doğan hoşa doğan duku abarudun da jeli mitabın doğanı algor da balni süer doğan basit rayon обслуживать yaş doğan elementarne uziye doğan aparat yoç doğan kıyolum hiyagat doğay doğan laçlar doğan yo Süleyman minister yönçol doğan hoka yoğuz doğan ve проверки чи doğan duku kaçın batar vücuduyla Hinsoka filma yazalong vannis dahwatina don da ka hoka don kisro distansi yu don in sa yo chko uzi aparat don la ka dukfu khiyol don üyeshol abarudnish adlinesh dayvelshad dukku bol bena hoka don kellagi yeshal ya attahid al hitsun don suna masana barkal deres khala la don hoka da la chand astan minister na don hoka bol besh dol shuna deres khil don da mola don o tayndolch hour don Akka şu bol nabagit ahvegirdu ashnauna tongshundona dog üyeçdona akka iz tun üyeç dolşdo yoldon licheni yeş darbadaş şu hıdu dog tiyşdo don akka işçalçdona ve makadon qihli şatsdon ve gılqsi aadsi don qeçki bir xili şatsdon dalmolaha tongshnak ezkerboy balniç twalla shariu طبعا دعانا ومصر دعانا بكتاتر دعانا Российской Федерации دعانا حداش دعانا ودعانا благоприятный دعانا إيرق دعانا دعانا первый دعانا лидирующий места занимать еще дعаنا дعаنا из селхан дعаنا ودعаنا проблемный дальше и красной линии дعаنا طبعا دعانا его босс министерство здравоохранения бог хитер бандош бог дعаنا مصر دعانا تدير Dagvat per bandos, weig waprosh dat na barot weidu waprosh ton. Sundelon dalmola hahi talor boel ministerstvo zdravljenja hidig bol bi vad vaktišdu da leto bol da diabet ki vel dala so bot akat songsnas ezgi boston lurs tella bosh. Здравоохранение является одним из сильнейших направлений в регионе. Регулярно внедряются лучшие методики лечения, приобретается передовое оборудование. Одним словом, руководство делает все для оказания качественной, своевременной помощи больным. Немедленно реагирование на масштабные реконструкции. Ремонтные работы проводились в 5 корпусах и 10 структурных подразделений. В результате удалось, они приспособлены в корпусе Барыш 1977 года. Цучура, новый корпус с новым оборудованием после реконструкции, с новым оборудованием эти отделения нам удалось с вашей помощью перевести. Хотелось бы подчеркнуть, что масштабная реновация учреждение стало возможно благодаря финансовой помощи регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгазат Обалдойлсун и вашей личной поддержки, многоуважаемый Рамзан Ахматович. Хочу выразить слова искренней благодарности Аймане Несиевне Кадыровой и вам лично, Рамзан Ахматович, за постоянное внимание в сфере здравоохранения. Дал диканс бекам бол дал дахбят кевел дал саадвал мелдин долгома
Как отметил кади Шалинского района Хожа Ахмед Нитиев, положительные изменения коснулись не только здравоохранения, но и остальных сфер, потому что в регионе все начинания происходят с именем Милостивого и Милосердного. دربن هوسمش سپورت لیلوچونا دین لیلوچونا مسا آور هوسم يوچون هوسمش غويوشون غو هرشادق وين حقوش دلغولقش دال غازوات قبوديل وين حالغر باتشاور صدق دقيرقر تقور أحمد حاج تون بيركا دورة تغنوس أحمد حاج بولين بولش بول نيقتيح داق رمضان حاج مساهم قوش داش حووش ودال عال شويل آخر بلنيتا سونا جموش دون حلخ البلنيتا دقيوخ وشيل واشنا قيتش ويدينسكي رايونير ناخ حلق قذا ويخشينتا قذ بلنيتي بوش حالر بلنيت تيش حال دولشير هينسر شا سونا عيترا اوغر رسياتا ستليتاح قيتش اونش خلويتي الخذ بلنيتا يور لورش تاق ديكي بو ديك حوش بو خذ كيد ميرزي بو تاق إشادق وي تاق طبعا رمضان حاج أدعوش بول نيقصة تاق حويق لقدوغوش حويق حوسش تاق ميلول تاق لوار ويق تاق قويق شاك ديك الغيار شوال شوخو مخكح هون شو مخكح هوقل تسينبول هوقل خزبول هو مخكح ديك تخيل ديلغ يعدر ويزدوش خلاء غيلق دوش خلاء ديلغ يعدر تاق ديل ريس لوندال عال شوال دال دقوت هونواه هويلها. После коллективного дуа гостей ждала экскурсия в здании 4-го корпуса, на первом этаже которого расположено приемное отделение. Сопровождающие. Составили зоны комфортного ожидания. Телевизор, приемное отделение начинается. Видео интервью и после. Ролик демонстрирует кадры того, каким масштабным преображениям подверглось медучреждение. Конечно же, изменения радуют не только пациентов, но и самих медиков. Приемный кабинет, экстренная ситуация, любой момент, шок, палату, рассчитывая, аппарат, форму, категорию, рентген, оконс, флюорография, рентген, дополнительно. Хаяш, рентген, построен поставки, любой вид экстренной помощи, перевязочная, операционная, мини-операционная, УЗИ, ЭКГ, дефибриллятор, все условия для оказания экстренной помощи, как в городских условиях. واحد صباح كوش جو بروبليم ولا حاول تمشي وتقول ولا شيء شو تشعر يعني اسكوشن ده شينس مسألة طبعا ده لا تربع عندوش طبعا هاي قد بعندوش ينس طبعا وقع طبعا فريسة طبعا هو كل يوم بني طبعا وزي أبراتي وش طبعا Залогом успешного лечения больного является постановка диагноза, а для этого нужно провести качественное исследование, в котором оборудование играет не последнюю роль. Современное лабораторное оборудование, это гематологический анализатор, биохимический анализатор, то есть даже в любой частной клинике, тоже современный, все, пробирка по евростандарту, забор крови, халсон, стеклянный пол, и оно, новый микроскоп, кабинет, любой процедур, ворот, назначенная процедура, помада, туш, берег, эккардиограмма, вообще уснул. Sun växeldik in ära. Инфекционный бокс, цонгшвек, хöyla, цонгшвек, цикшчуца, вайч, эдденнаши, боксел, чувайте, пока,
Температурный режим человек ходит без хокшди голич, чтобы в общем потоке он не заражал. Смотровой кабинет еще. Каждый больной, что цель пикчур сразу съел, хокча дальше наблюдать, хокча кислород, человек условия еще, мониторирование. То есть отсюда уже больной хирургии, травматологии, уже цифр. Пёрш на рен зубрищем отдельно. Вокта гвала царпе, яхи чола цинца, вокта гана что посмотрели отдельно. Современная кислород, все для оказания экстренной помощи. Кислород. 15 литров в минуту до общего потока. Чего необходимо кислорода? Инстанции его подать. В кабинете нужно помощь. УЗИ отдельно парень-мерца подразделяет отсос, сушер, УЗИ стационарный офицер. Легкий функция связана УЗИ аппарат тоже нулевый, переносной. В любой момент ставим, чтобы удобно. А это остальные два стационарных. Какой техника, больной, да, и двор, а куда лучше, что хейзер, что система, что дикюка. Voilà. Отделение отделение. Отделение Отделение скорой помощи. Вот инспекция. Отделение еще. После завершения осмотра приемного отделения министр Сулейман Ларсанов рассказал Рамзану Кадырову о том, какие изменения произошли в других корпусах в рамках реконструкции. Отдельное отделение. Он чувак полностью ремонт чьи-то, кислород. Изнутри полный ремонт. Коллега. Это было 2010. Я детское отделение в стесненных условиях. Я еще и чуябека. Это комфортное отделение. Иначе кислород в матрице. Пока зона комфортного ожидания родственников, шпиата, айдола, отапливание. Чую. И что делать? Реабилитацию. Я тоже полный капремонт. Туб-диспансер. Районный туб-диспансер. А я это же кислородная станция. 2,5 тонны бочка до 450 литров кислородной станции и дополнительно рампы на кислородный. То есть полностью обеспечено учреждение кислорода на 100%. Об острой необходимости кислорода стало понятно в период пандемии коронавируса. После реновации эта проблема осталась в прошлом. Теперь у Шалинской ЦРБ есть своя собственная кислородная станция. Она централизованная, отвечает стандарту, и медицинский газ от нее подается в корпуса со скоростью 250 литров в минуту. Без внимания не остался и автопарк Шалинской центральной районной больницы. У нас проект автотранспорту из Хокшара к Ялмашаню апреля, к концу года Шимашаню, и полностью потребность автотранспорта на общую для первичной сети машин. Это детской поликлиники, дальше взрослой поликлиники, где вот там да, свеч гемодиализный центр. Hasta da que te soy mostrando a ver o que está vindo a antes do que ia ser компьютер, томограф, то есть 95% оборудования, то, что есть в городе, есть кроме МРТ. Но МРТ по приказу здесь не положено, а щадик, даже отдельная станция скорой помощи, ее полная скорая еще. Любой момент более. Чай условия, виноват. Mossana aberto hayırç. Rukoidet sektor da babı. Allah toil. Тuni пешко, садик дальше. Хутмат Кадырова начала курировать здравоохранение совсем недавно, но уже успела внести весомый вклад в реконструкцию главного медучреждения Шалинского района. С недавних пор нашу сферу здравоохранения начала курировать заместитель руководителя секретариата главы
Чеченской Республики Хутмат Рамзановна, и с ее поддержки еще оснащено данное учреждение. Я бы хотел тоже выразить слова благодарности. Хутмат Рамзановна очень пристально подключилась во все процессы, во все проблемные вопросы, и наши вопросы решаются очень быстро, и тем самым в том старом корпусе, где находилось у нас эти отделения, по поручению Хутмат Рамзановны сейчас открывается новый гемодиализный центр. Это большая помощь для района, не то что Шалинского, но и окружающих районов. Это Веденский район и другие населенные пункты, потому что будет оказываться помощь больным. Все ездили в город на гемодиализ, а сейчас будет бесплатно проводиться гемодиализ здесь, в Шалинской ЦРБ. Ранее о таких условиях жителям района не приходилось и мечтать, а сейчас у них есть все для того, чтобы получать помощь у себя дома. В данном новом корпусе отремонтированном есть все условия, все по стандарту, то есть все необходимое для оказания экстренной плановой медицинской помощи населению Шалинского района. То есть это лаборатория при приемном отделении, это УЗИ-аппарат, рентген-аппарат. Все это было бы невозможно без оказания помощи главы республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, при поддержке регионального фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова. Возрождение медицины – задача, которую ставил еще первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Крыльями его заветов стали члены семьи во главе с Рамзаном Кадыровым, без устали трудящиеся во благо народа. Амина Тупилагова, Хусейн Мурдаханов, Ислам Ибрагимов, Ахмед Хизриев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Руководитель субъекта Рамзан Кадыров провел совещание с градоначальниками, директорами различных департаментов мэрии города Грозного. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы в различных сферах, таких как благоустройство столицы, культура и дошкольное образование. Слово Турпала Тайсумову. Совещание по вопросам развития дошкольного образования, культуры и прочих соцнаправлений столицы глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров начал с того, что в Грозном непрерывно идет строительство и благоустройство. Есть изменения сюда, так ёкли сюда, так на сол их есть будон, так мэрину дона, бахдон, пиши собак биш будон, так собак шбуш дон, дладон, вейдон, хинс, направление халячи дона. Так, що структура дон, правительство дон, його структура його що, ми редали так дон, що є департамент що дон, так дон, як навіть дон. І ціга бол хор машаша дон, більш бол дон, ви селан справді сама, лише більш бол дон, більш дон, це ви проблем що є що дон, дела дон. Мирно дон, більш бол дон, хінц. Васильник social задач, як дон, ніж дон, шорбарці дон, так ал дон, дополнительно дон, шоріш дон, ви будем буде дон, є струк що дон, ви сам дуч провідця і то дон, ервеч я дон, вулу ервеч, стрейтний дон, кранч дон. Haladon, Ovdon, техники Kalahins-don, приятный дон, улdas бюснадон, строитель, что дал, я чанч улдас-дон, над бюснада, белшмеш-дон, есть стройщу дон, да, есть благоприятный дон, условия создаватель дон, да, цендерлона, кратидон, бин болхи, так, балерин горф, болдон, асфандон, боузистан. В своем докладе мэр города Грозного Хасмагомед Кадыров отметил успехи по преобразованию столицы субъекта. Так строятся новые школы, реконструируются улицы, прокладываются новые дороги. Кроме того, реализуется программа переселения граждан из ветхого жилья. На этом градоначальник сделал особый акцент. По программе переселения граждан из аварийного жилья в 2023 году запланировано переселение 115 аварийных домов на 1073 квартир. Общая площадь 50 209 квадратных метров. Жители будут переселены в новые строящиеся 17 многоквартирных домов. Важным вопросом в развитии подрастающего поколения являются условия, в которых дети получат первые знания. Начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова подчеркнула, никаких проблем, связанных, к примеру, со строительством, нет. Работа ведется согласно плану. Садик 97.
детский садик, более 20 тысяч бедута, меткши на 13 тысяч бедута загалархтер. ساعدك شوشر يشو شوشر قصادك يحياليش شايل يقي проблем شو ساعدك شتوينا هينسك تكتبات يش كيك ميزومدو إذا بس تبيش تخيش إخك إتسان بطا أوقتا уже мосом туешомдо. На данный момент Департамент культуры мэрии Грозного ведет активную работу, в частности в сфере духовно-нравственного воспитания. К примеру, организуются различные мероприятия в подведомственных учреждениях. В объявленный же главой республики год чеченского языка этому направлению уделяется особое внимание. Все мероприятия согласовываются с Министерством культуры под личным руководством Айшат Рамзановны. И основной мы в этом году хотим выпустить сборник. Мы отдали тоже его на рассмотрение в Министерство культуры на грант главы «Чеченские сказки». Второй том. Первый том мы уже выпустили при вашей поддержке. И второй том, вся работа уже проведена, сборник собрали мы уже, черновой Балбина. Вот в этом году хотим выпустить второй том. В свою очередь Рамзан Кадыров подчеркнул, что культурная сфера – одна из ответственных и важных, а потому все структуры, работающие в ней, должны трудиться сообща. Самом деле, угридон, халбуаху, докунах, ахлюкшбабу, мелхухумдон, сам язид, езлуку, халли, одак, дизон, уку муамбало, безлуку, суртвату, дизлуку, халхархвату, дизлуку, музей, езлуку, библиотека, езон, культура, докмудон, ешелekчан, урфат, ешеледон. Lokshugdana is on Balbudon, so Yadokudon, I did this Nashdeston. You more on back beast and you don more on back she don. You Hayak is don, Esharela, Ilidradon, on Balbudon, Masit take don, Dokuna Beston, that's in the Dona, is Nahandon to Mahdon, it's Shinua. Vettos watchon mahorban stond az horádon, helhardon, schedar ensemble baseball ball halachton, on babo ide stond, milchu ana parolene halachton, kultur bellos baseball ballon, on ahig dies ball bukron, suzajtra, milchu chula halva buiteldon, tendellon, lado shutgabadon de resudon. Каждый, кто посещает Грозный, должен видеть красоту во всем. И, конечно, мэрия обязана вести контроль в реализации всех направлений, отметил политик. Спасарак, Игадиз, Дастон, Масардон, Шавулу, Чадон, Балба, Биз, Уэйн, Балба, Атредуаладон, 300 населения, Шметигуалдон, докудон, показатель до 2022 года, дон, лидерший показатель, что он дон, что Хаина Юдовый, Алдон, Амула, Хидадон, Хемаш, Поштаурда, Алхитвин, дон, В завершении глава субъекта напомнил, что все сферы так или иначе связаны друг с другом, и только сплоченностью можно добиться блага для его жителей. Турпал Алита Исумов и Руслан Магомадов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Муфтий Чеченской Республики Салах Хаджимижиев объявил точную дату наступления священного месяца Рамадан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хами махкой. Война ваймахка абут гинбац. Сила йошош махкаха бутсагина алхам хилла. Цундера дели алейхи салату вассалам цундашти тежна Шабан бетqeit хош дирдуй ердинах 23 марта хох шараха Рамазан бет халхар дехирду ердин амар халхар мархирду дал мола 23 марта несло охшарах везгилош дала беркат даш бошхила يشاور رمضان بوت إقاب دال إيمان لويل وين توفيق لويل وين مقشل لويل وين غورة لويل وين حانل شرط خلول رزق لويل وين بيركت لويل وين ويزغلوش دال برتسع بويل وين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова подарил 2 библиотекам столицы новые автомобили. Министр культуры региона Айшат Кадырова лично передала их и пообщалась с сотрудниками учреждения. Ада Магомедов продолжит тему. Республиканская специальная библиотека для слепых функционирует с 1963 года. В ней имеется все необходимое для того, чтобы обучать незрячих полноценной жизни. Ее фонд составляет более 40 тысяч книг, половина из которых для слабовидящих. Обслуживаются клиенты по всей республике. На данный момент в ней зарегистрировано более 5000 человек. Ключи от машины библиотеки передала министр культуры региона Айшат Кадырова от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. После министр осмотрела здание и познакомилась со всеми его достоинствами. Все вот эти игрушки – это для того, чтобы наши маленькие незрячие читатели знакомились с помощью пальцев с теми предметами, которые они не могут увидеть. Здесь в Судан у нас предстоит конкурс в конце апреля месяца, в нем принимают участие все отделы культуры, так называемые тактильные книги для тоже незрячих пользователей. Организация проводит масштабную работу для оказания поддержки незрячим. Множество различных мероприятий, общественных акций. Здесь учат читать по системе Брайля, причем не только на русском, но и арабском языках. Новый автотранспорт поможет расширить возможности библиотеки. В завершении обхода Айшат Рамзановна пожелала удачи работникам организации и пообещала оказывать всю необходимую поддержку. Приятной неожиданностью стал этот подарок, автомобиль, плюс еще нам пообещали, что, возможно, для нашей библиотеки будет построено новое здание. Еще одна организация, получившая новый Ларгус, Республиканская детская библиотека имени Михалкова. Министр культуры также совершила обход, пообщалась с персоналом и посетителями. Новый подарок очень поможет в работе сотрудникам. Я очень благодарна нашему региональному фонду имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, Далгазу Обалдойлсон. Спасибо за такую возможность, за такой сюрприз, за такой подарок. Это очень важно для нашего учреждения. На сегодняшний день библиотеки используют новые технологии для популяризации книг, создавая для клиентов комфортные условия для чтения, а также предоставляя все больше выбора. А руководство региона оказывает им в этом всю необходимую поддержку. Ада Магомедов, Резван Насипов, Вести, Чеченская Республика. В столичном аэропорту состоялась очередная отправка добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Они проходят боевую подготовку на базе Российского университета спецназа. Защитники Родины прибывают в регион с разных уголков страны. Подробнее в следующем материале. С раннего утра с оружием в руках добровольческий отряд приступил к занятиям. Мужчины собрались на базе Российского университета спецназа со всех уголков страны. У каждого бойца есть своя веская причина находиться здесь. Но конечная цель одна – обучиться военному делу и отправиться в зону специальной военной операции. Краткий курс включает в себя все этапы подготовки. Каждый день у них занятия начинаются с огневой тактики, огневая подготовка, медицина, работа в лесном массиве, работа двойка, тройка, то есть как работать в группе и как работать одиночка. Уже в Грозненском аэропорту имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова добровольцы ожидают команды на посадку в военно-транспортный лайнер Ил-76. Официальные лица пришли, чтобы выразить слова благодарности и поддержки. Спикер парламента Магомед Даудов обратился к бойцам-защитникам Донбасса. Сегодня уже после обучения в Российском университете спецназа, после переподготовки подразделения, мы собрались здесь, чтобы вас проводить в зону проведения специальной военной операции на территории Украины, Донбасса. Бойцы, хотелось бы поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, в лице президента Аймани Насиевны за ту неоценимую помощь, которую с начала военной операции на территории Донбасса и Украины проводит Общественный фонд, а именно снаряжают наших бойцов, братьев, всем необходимым, а также помогает мирным жителям Донбасса гуманитарной помощи. Бойцы, вы уже сегодня вечером присоединитесь к нашим боевым братьям, которые сражаются с этой нечистью 21 века, фашизмом, нацизмом и бандеровщиной. Братья мои,
вы отправляетесь в зону проведения специальной военной операции. Дорогие братья, добрый путь. Берегите себя, поддерживайте друг друга. Мы знаем и понимаем, что вы могли бы в кругу своей семьи, своих родных провести этот день. Но здесь собрались истинные патриоты России. Мы боремся за правое дело. Мы боремся за наш народ, за наши ценности, за наши принципы и защиту нашего населения. Удачи вам! Ахмат! Сплоченность и дисциплина – надежные товарищи, чтобы одолеть нацистов, отметил в своей речи министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов. Я знаю, что среди вас есть те, кто прошли горячие точки, но тем не менее дополнительные навыки никому не мешают. Самое главное – слушать своих командиров. Я желаю вам удачи, успехов. Самое главное – выполнить приказ Верховного Главнокомандующего Владимира Путина, а также главы нашей республики, героя Российской Федерации Рамзана Ахматовича Кадырова. К сказанному присоединился и заместитель председателя правительства региона по силовому блоку Абузаид Висмурадов. Берегите друг друга, мы обязательно победим. Вернитесь живыми и здоровыми, братья. Удачи вам, удачи. А ведь многие из этих отважных ребят направляются в зону СВО не впервые, но каждый раз делают это смело и призывают других, отмечая условия подготовки на базе Российского университета спецназа. Все готовы, все обучены 100%, инструктора довели прям конкретно до каждого, все, каждый день были подготовки, теория, практика, все донесли, все четко, все классно. Добровольцем я иду туда от Ахмат третий раз, изъявил такое желание, и не хочу себе ни в чем менять. Понадобится еще 4-й раз пойду и 5-й раз пойду. Огромная благодарность. Я и ребятам говорил, я сам из Дагестана, я ребят говорил, чтобы они ездили через Ахмат, через Рус. Многие ребята приехали. Сейчас ребята, которые со мной уже 3-й раз едут. И таких смелых ребят становится все больше. От регионального общественного фонда им предоставляется все необходимое. Это залог победы над бандеровцами. Защитники у Родины были во все времена. И каждый раз они проявляли себя с самой храброй стороны, чтобы граждане жили в безопасном мире. Турпал, Лолита Исумов, Мухсар Хаджиев. Вести. Чеченская Республика. 350 жителей Чеченской Республики с сахарным диабетом, которые переболели коронавирусом, проходят осмотр и консультацию у специалистов из Национального медицинского исследовательского центра «Эндокринология». Профилактические мероприятия проводятся с использованием мобильного лечебно-диагностического комплекса «Диамобиль» в рамках программы клиники эпидемиологического мониторинга сахарного диабета в регионах России. Данный выезд «Диамобиля» в регионе впервые. Клиника на колесах оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием. В течение часа пациент проходит полное обследование и консультации специалистов, которые необходимы больным сахарным диабетом для выявления осложнений, а также экспресс-тест крови, чтобы выявить, как лечится заболевание. Эти комплексы мобильные, они оснащены необходимым оборудованием для обследования пациентов, самым современным, плюс кабинет диабетической стопы, да, обследуется пациент в отношении патологии сосудов стоп, плюс глаза, офтальмолог обязательно, плюс кардиолог, и завершается осмотр эндокринологом. Пациент проходит комплексное обследование, которое необходимо проходить каждому пациенту с сахарным диабетом. Приезд Диамобиля в субъект стал возможным благодаря соглашению между Министерством здравоохранения Республики и Национальным центром эндокринологии. Партнером выступает фармацевтическая компания AstraZeneca. Все лица, которые проходят обследование, прошли предварительную выборку из регионального сегмента Федерального регистра больных с сахарным диабетом. По итогу будет оценена ситуация, как она на сегодняшний день обстоит. Будет проведена коррекция каких-то сахароснижающей терапии. Будет произведен отбор каких-то пациентов, которые нуждаются в более детальном обследовании и направлении или федеральные какие-то центры. То есть это плотная работа, которую мы с пациентами ведем, но для пациента это серьезная, очень хорошая возможность пройти обследование у высококвалифицированных специалистов.
По поручению начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой дошкольным учреждениям города Макеевка Донецкой Народной Республики оказали помощь. Это оснащение садов и необходимые вещи. Медина Мударова расскажет подробнее. Бытовая электроника, детская мебель, постельное белье и все необходимое для оснащения детского сада. Такую помощь оказали 4 самым крупным дошкольным учреждениям города Макеевка от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова по инициативе начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой. Хадижат Рамзановна не смогла оставаться в стороне и проявила жест доброй воли. У нас рука вытянута любое время. Вы просто ее примите. Мы рады были вас видеть вас всех на улыбке, такие позитивные. Дай Бог, чтобы вот эта улыбка, она навеки вечной сохранялась. И чтобы наше подрастающее поколение радовало нас подобными улыбками. Дошкольные учреждения не работали из-за регулярных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Поэтому и условий для полноценного развития детей совсем не было. Жители безмерно рады такому подарку, ведь с новым оснащением у них появился шанс на счастливое будущее. Помощь нам это очень нужна, потому что начиная с 91 года, как распад Советского Союза был, когда мы стали отдельным государством, Украина. У нас не пополнялась материально-техническая база, не только детских садов, но и школ в том числе. У нас не было капитальных ремонтов. По словам Хадижат Кадыровой, дети наше завтра, и никакие обстоятельства не должны стать препятствием для их всестороннего развития и счастливого детства. Свою позицию она отстаивает не на словах, а на действиях. Аж душа замирает. Почему? Потому что когда видишь вот такую поддержку, когда видишь эту помощь, и тем более это детям идет напрямую, это очень многое значит. Это значит о том, что люди, которые передают непосредственно детям, они переживают точно так же. Поэтому хочу сказать огромное, еще раз выразить благодарность всем тем, кто участвовал в сборе этой помощи. Низкий им поклон. Ну, естественно, чеченскому народу, который проявляет всегда свою поддержку нам вот в данный момент, данную помощь. С самого начала специальной военной операции на территории Украины руководство Чеченской Республики, как и всегда, первым протянуло руку помощи и оказывает жителям Донецкой и Луганской народных республик всевозможную поддержку и будет продолжать делать это дальше. Медина Мударова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В регионе проходит акция по посадке деревьев, приуроченная к 20-летию Конституции Чеченской Республики. В рамках нее всем районам передали по 20 тысяч саженцев. В мероприятии приняли участие официальные лица республики. Подробнее в сюжете Адама Сулейманова. Искусственное озеленение – один из действенных методов сохранения и развития ландшафта, несущий колоссальную пользу. В связи с тем, вклад в зеленое будущее совершили в школе номер 3 города Грозного. Акция приурочена к 20-летию принятия Конституции Чеченской Республики, и в ее рамках планируется высадить более 350 саженцев ясеня или липы, а также плодовых деревьев. В мероприятии приняли участие мэр города Грозного Хасмагомед Кадыров, а также министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики Сейд Магомед Темирханов. Он отметил всю важность проведения данного процесса. Акции ежегодно мы проводим на территории Чеченской Республики. Такие акции, как «Посади лес», «Сохрани лес», они проводятся регулярно. Сегодняшняя акция, она стоит особняком в этой череде. Ежегодно высаживается порядка, как минимум, 100-120 тысяч саженцев. Всем муниципальным районам предоставлен посадочный материал в количестве 20 тысяч штук. В акции принимают участие как волонтеры, так и сотрудники разных муниципалитетов. Плодовой, вышли раз, сюнтер, что сюнтер, хобершна, я хочу поколение, поедин до, асо, хава, сандо, дичь, кислород, выделить до, углекислый газ, поглощать его. ديش خلر دير مخكع خلر وان بيدين دوق عندل ديل بلدو ديل حسيك حريص ويسردو دال مقلاح أرستارت يؤر ميجادورش продолжение يقوي وبيلح. Подобная работа выполняет огромную роль как для нас, так и для наших потомков. Исходя из этого, основной задачей является обеспечение светлого и в прямом смысле чистого будущего. Адам Сулейманов, Мусар Хаджиев, Анзор Тураев, Вести, Чеченская Республика.
В Грозном спортхолле «Колизей» состоялась генеральная репетиция спектакля по произведению Мусы Ахмадова «Халкан Низам». Автором идеи создания данного спектакля стала министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова, приуроченного к 20-летию принятия Конституции Чеченской Республики. Постановка масштабная, задействовано около 150 человек. Это актеры театра имени Хампаши Нурадилова, танцоры ансамблей «Войнах» и «Нохчо». События перенесут зрителя в разные эпохи и рассказывают о роли первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова в восстановлении мира на многострадальной чеченской земле. О днях принятия Конституции, о днях принятия Конституции, о том, как народ, уставший от войны, пошел за своим лидером и проголосовал большинством голосов за принятие одного из важнейших документов, ставшим гарантом свободы и прав граждан и началом нового этапа в жизни региона. Все знают, что уже вот-вот грядет этот важный день для нашего народа, день, который предопределил судьбу нашей республики и нашего народа к мирному существованию. Один из крупнейших банков Чеченской Республики, Промсвязьбанк, расширяет свою деятельность в регионе. О том, как он планирует дальше развиваться в субъекте, в нашем сюжете. Промсвязьбанк работает в республике с 2020 года, входит в число крупнейших финансово-кредитных учреждений региона и является опорным для оборонно-промышленного комплекса страны. Его клиентами уже стали десятки тысяч жителей республики. Скоро их число вырастет за счет расширения сети и присоединения другого активного в республике банковского игрока Минбанка. Важной задачей для нас остается сокращение клиентского пути населения и бизнеса за услугами. И легче воспользоваться этими продуктами для жителей Грозного. Но несмотря на то, что практически все банковские сервисы можно получить в режиме онлайн, людям по-прежнему очень важно обратиться в офис, получить какую-то профессиональную консультацию сотрудника. И мы хотим обрадовать, что уже в мае такую возможность получат жители Гудермеса и Ачхой-Мартана, где откроется отделение Промсвязьбанка. После присоединения клиенты Минбанка получат доступ к широкой линейке продуктов и сервисов ПСБ. Они автоматически станут клиентами крупного федерального банка с надежной деловой репутацией. Некоторые предложения Промсвязьбанка являются уникальными на рынке. Преемственность и традиции Московского индустриального банка будут сохранены. Наши клиенты, они не потеряют в качестве, в выборе продуктов и услуг, а наоборот приобретут. ПСБ реализует целый ряд льготных кредитных программ, прежде всего ипотечных. Благодаря этому тысячи жителей республики получили возможность приобрести свое жилье по доступным ставкам. Находят комфортные для себя предложения в линейке банковских продуктов и предприниматели. Я представляю компанию, работаем по госконтракту. У нас была проблема финансовая, нужны были дополнительные ресурсы. Я обратился в ПСБ банк. И в течение одного дня по одному документу нам одобрили кредит. И нам это очень сильно помогло. Мы благодаря ПСБ банку решили свою проблему и продолжили работать по госконтракту. Я пользуюсь зарплатной картой банка, которая мне позволяет совершать платежные операции. У меня есть кредитная карта банка, которая также очень быстро мне в этом офисе открыли. Спрос на услуги банка растет. Расширение сети позволит корпоративным и розничным клиентам получить доступ ко всему спектру банковских продуктов от карт, вкладов и кредитов до факторинга, проектного финансирования и других востребованных услуг. Скоро число офисов, банкоматов, клиентов ПСБ увеличится еще. У банка серьезные планы еще больше укрепить свои позиции на рынке банковских услуг Чеченской Республики. Мадина Кураева, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов и Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.